Сезон по вольной борьбе подходит к концу, все значимые старты позади. О том, каким был этот год и что ждет ведущих борцов Осетии, в большом интервью с главным тренером республики Хетагом Газюмовым. Хетаг Русланович, здравствуйте. Я предлагаю вам разыграть со мной шахматную партию и побеседовать о самом главном виде спорта в Северной Осетии, о вольной борьбе. Пожалуй, я начну, сделаю первый ход и задам свой первый вопрос. Все главные старты года позади, грубо говоря. До конца 2019 года осталось пару месяцев, нас ждет еще пара турниров. Ваш комментарий, каким был этот год? 2019 год для меня был тяжелым годом, как и для меня, и для спортсменов, потому что это предолимпийский год, где надо проявлять себя на очень высоком уровне, становиться чемпионами страны и также проявлять себя на международном старте. Мы готовились к этому чемпионату России, начиная с Ярыгинского турнира, где у нас не было таких хороших результатов, но особая ставка была на чемпионат России. И для меня год стал очень плодотворным, то есть удачным, потому что 2 чемпиона мира иметь в команде – это для меня большое счастье, это заслуга всех тренеров, команды. И я очень надеюсь, что и в будущем году мы тоже не опустим планку и будем двигаться в том же направлении. Хетаг Русланович, вот самый главный старт, безусловно, и для спортсменов тоже самый тяжелый старт бывает чемпионат России. Все борцы всегда говорят о том, что Россию выиграть гораздо сложнее, допустим, чем Европу даже. Вот что для вас в чемпионате России стало самой приятной новостью, чье выступление вас искренне обрадовало и что по вам ударило больнее всего? Ну, давай так уже сначала с маленького веса начнем и пройдемся по всем весовым категориям. В 57 килограммов у нас Тускаев Азамат борется. И очень надеемся на него. Каждый раз ждем от него хорошего результата, но никак не может закрепиться в официальных стартах. Выигрывает много международных турниров, но когда касается чемпионата России, он не может подняться на высшую ступень. И как бы по борьбе я его считаю очень классным борцом мирового уровня. Но не выиграть Россию, не выиграв Россию, не можешь поехать на чемпионат мира, на Европу. Так что для меня была это большая неудача для него и для нас тоже, что он не попал вообще в призеры. В 70 килограммов нас обрадовал. Давид Баев стал чемпионом России и в дальнейшем стал чемпионом мира. Я в этом спортсмене не сомневался, что он может выйти на этот уровень. И наконец-то мы дождались, что он стал лидером в этой весовой категории и выступил на мире очень красочно и завоевал золотую медаль. Давид выигрывал у таких людей, как Курбан Алиев на Аланах. Он выиграл Жамалова, показав лучшую схватку на России. И теперь на чемпионате мира он прошелся по огромному количеству хороших высококлассных борцов. За счет чего удалось вырасти Давиду, что ему помогает в его прогрессе? В первую очередь в работе, в самоотдаче. Вот реальный результат показывают те ребята, которые здесь у нас пашут от начала до конца и уходят последними из зала. Это вот те ребята, которые реально, мы видим и Сейдаков, и Баев, и Хугаев, и Найфонов, эти ребята убиваются. Я не скажу это гигантским скачком, он к этому шел. То есть это ожидалось, что с такой работой, с таким подходом к своей работе он покажет рано или поздно этот результат. В 74 килограмма у нас был освобожден Заур Сейдаков, как вы знаете, и у нас боролся Хетаг Цаболов. Стал серебряным призером, очень на него надеялись. Он очень высокого класса борец, на всех уровнях он проборолся и на мирах, на Европах, был чемпионом мира.
И мы на него рассчитывали на золотую медаль, но, к сожалению, допустил пару тактических ошибок в конце встречи с Курбаналиевым, очень хорошим спортсменом, также чемпионом мира, и проиграл схватку. В недавнем интервью Цабулов сам сказал о том, что о нем говорят так, что он может у любого выиграть и может любому проиграть. В чем проблема Цабулова, как вы считаете? Я так скажу, в тренировочном процессе, да, и самоотдаче я в последнее время вижу, что он полностью отдается и идет к своей цели, как бы отобраться на Олимпийские игры, да. Но это, наверное, ошибки детства, да, которые остаются. И при таких обстоятельствах, когда человек уже бывает на грани, и там проявляются морально-волевые качества, начинает человек ошибаться, да, старые ошибки вылезают. И его ошибки только тактические. В конце я бы не сказал, что он где-то устал больше соперника или как-то. Просто из-за того, что Курбаналиев проигрывал, он шел ва-банк. Когда человек ва-банк идет, у него намного больше получается. И, соответственно, спортсмен, который против этого не совершает какие-то определенные действия тактические, да, что не надо уходить в глухую оборону, а наоборот надо активизироваться и этот момент учитывать, что человек идет ва-банк. Вот сделаю ход и расскажу. 86 килограммов. У нас два лидера основных, это Найфонов и Валиев. Один чемпион России, сейчас стал. Валиев был чемпионом Европы. Также у нас есть Сослан Цоев, который в прошлом был призером мира и чемпионом Европы. И несколько там молодых ребят. На сегодняшний день Найфонов оказался более готовым к этому старту. Больше хотел выиграть, и он стал чемпионом России. В этом весе, также говорю, Валиев Владислав, который может конкурировать. Он показал, что и на Европе стал чемпионом, что он готов ближе к Олимпийским играм быть готовым к таким большим стартам. И у нас есть там серьезный конкурент, это Круглеев Даурен, дагестанец. И между этими тремя, наверное, развернется борьба. Очень надеемся на этот вес, что, дай Бог, чтобы для нас это был астинским претендентом на Олимпиаду. 97 килограммов в отсутствии лидера Садулаева чемпионом стал Владислав Бойцаев. Очень высокого класса борец. Мы на него рассчитывали, он оправдал надежды, то, что он стал чемпионом России. И потом в дальнейшем в схватке в отборе на мир он проиграл Садулаеву Абдурашиду. Как сказали врачи, ну как я тоже сам там был, находился, видел, что он во время борьбы получил травму ребра и не смог до конца провести конкурентоспособную схватку. Бойцаев забирает абсолютно любой турнир, если в нем нет Абдул-Рашид Садулаева, да? То есть Бойцаев стабильно побеждает, он выступает всегда уверенно, он выигрывает тоже уверенно, с большим запасом. Что нужно Бойцаеву для того, чтобы победить Садулаева? Что сказать? В подготовке к нему вопросов нету. Больше, наверное, как-то именно внутри себя воспитывать себя как-то именно лидером. То, что он проигрывает Садулаеву, это не слабость Бойцаева, это может быть большая сила и уверенность Садулаева. Тоже он очень большой мастер, да. И он, как вы сказали, очень много стартов выиграл, не только проиграл один старт, когда он перешел 97 килограммов. Очень сильный борец. Я уверен в том, что останавливаться не стоит ему. То есть надо продолжать идти к своей цели. Хотелось бы поговорить о самом приятном, о самом главном, о самом стабильном нашем парне. Заурбек Сидаков на протяжении уже, наверное, 2 лет, да, с тех пор, как он выиграл финал у Цабулова на России, он ни на шаг не отошел от победной колеи и постоянно выигрывает. Вот по поводу Заурбека Сидакова у меня такой вопрос. Что может
помешать Зауру сойти с этой победной колеи? Скажу так, что в этой весовой категории очень хорошие ребята, да. То, что он выкладывается на все 100, а можно сказать и больше, он такой спортсмен, что его надо всегда останавливать. Проблема может быть в том, что он может перегрузиться. Мы только об этом и думаем, что его остановить, чтобы он не перегрузился. Это одна из проблем, которые могут его выбить из колеи. Второй момент – это борьба. То есть никто не застрахован от того, что может проиграть. Да? Есть хорошие ребята, конкурентоспособные, на тот же Хетак Цаболов, с которыми ему также тяжело бороться, потому что они друг друга знают. Ребята дагестанские, это Курбаналиев, там и Джамалов перешел, там Гази Магомедов. То есть очень много ребят, которые также хорошо тренируются, также максимум отдают свои силы. Заур, безусловно, стабилен, он, безусловно, выигрывает, да, выигрывает большие старты, крупные старты. Он лучший борец сейчас в весе Сайтиева, да. Но вот тебя не тревожит то, что, допустим, схватки с Бароузом, как в Будапеште, так и в Нур-Султане, они вытащены на зубах, они вытащены за счет воли, за счет характера на последних секундах? Наоборот бы я сказал, что человек, если второй раз подряд вытаскивает схватку в конце, значит, у него такой потенциал, что он берет баллы тогда, когда хочет. Так же получается? Я считаю, что это потенциал. И я считаю, что ты правильный вопрос задал, то, что это тактическая ошибка. Но Заур такой борец, он когда выигрывает, мне кажется, он себя чувствует некомфортно. Он должен обязательно проигрывать, чтобы вести грамотно свою схватку. И я надеюсь, что он от этой тактики отойдет. И я бы хотел увидеть в будущем, чтобы он, выигрывая схватку, в конце брал плюсом еще уверенную победу, так? Чтобы он не допускал и вот такие валидольные схватки не проводил в дальнейшем. Я вот тоже возьму твою пешечку, и тебе надо подумать над следующим ходом. И следующий вопрос у меня такой. Ребята молодые, которые вот Баев, Седаков, это новое поколение, это новая волна хороших элитных борцов из Осетии, да. Нельзя говорить о том, что Цаболов, Байцаев, Рамонов, что они старички, ведь им 27, 28, 30. Но больше всего заботит вопрос Суслана Рамонова. Он классный борец, он олимпийский чемпион, но постоянные травмы, которые его мучают. Сейчас вроде все хорошо. Есть ли у него возможность отобраться на Олимпиаду и что он должен сделать? Ведь в 65 просто сумасшедшая конкуренция. Если я сейчас скажу вам, да, у него есть шанс отобраться, да, в принципе, как главный тренер сборной Осетии, я об этом могу говорить, но услышав мои слова, главный тренер сборной России, он скажет, что он за меня будет решать какие-то моменты, у него свое понимание, свое видение, да. От нас, что будет зависеть, от нас, что как мотивировать спортсмена, я знаю, что я бы на его месте никак не останавливался при любых обстоятельствах. Если даже сегодня скажешь, что кто-то первый номер, 1 год – это большой срок, может очень многое случиться. Ему надо уйти глубоко в подготовку, убрать все лишние какие-то моменты, которые ему мешают. То есть ему надо стать полностью профессионалом, отдаться полностью, стать солдатом и тренироваться на тренировке обратно, в режим. Я думаю, что если отойдет от этих травм, будет плодотворно работать при хорошем таком расположении моментов, если дадут шанс, почему и нет? Хетак Русланович, и еще такой вот вопрос. На протяжении уже 3, да, по-моему, лет вы главный тренер? 3-й год. 3-й год, да. За 3 года
вашей работы, да, скажите, чего не хватает вот для вас лично, как для тренера, для того, чтобы борьба еще лучше стала? Вот чего вам, как тренеру, не хватает? То есть финансы, условия, инфраструктура. Вот что нужно для того, чтобы у Хета Гайгазюмова были все рычаги? Ну, как бы со стороны Министерства спорта запланированный годовой какой-то проект у нас, план работы всегда вовремя выплачивается. То есть это касается перед Ярыгинским турниром сборы, 3 сбора всегда бывает, и перед Россией 3 сбора бывает. То есть нам уделяют максимум внимания, но республика сама дотационная, это же все понимают, и требовать тоже сверх каких-то нереальных средств, это будет неправильно. Ну, как говорится, денег много не бывает, да, то есть в нашем случае, если условно возьмем спортсмен из Ильхотова или из Алагира или из Беслана, каждый день приезжает к нам в зал и обратно уезжает, и вот таких ребят из дальних сел, из дальних мест, которые приезжают, если бы я имел возможность их отправлять и создавать условия, как бы минимальные, это дать питание какое-то, то я уверен, что у нас был бы еще лучший результат. Вот этого мне не хватает, да, например. Не хватает как тренеру, например, что скрывать. Я молодой тренер, опыта не хватает. С каждым разом, с каждым годом что-то новое для себя открываю. И очень не хватает поддержки других тренеров. А по районам каждый день приходить на тренировки я не могу. А для нас подпиткой является это районы в большей степени. Да? И если бы все районы работали бы на максимуме самоотдачи, да, то мне было бы легче. Потому что кадры поступают оттуда, с районов, с разного района. Например, с Беслана, сколько у нас спортсменов первых номеров, да? Если, условно, каждый район даст мне таких ребят, это какое удовольствие будет работать. Хетаг Русланович, вот, может быть, вопрос будет некорректный, да, но вот, тем не менее, вот, какую зарплату получаете вы, вот, как главный тренер сборной России? Честно говоря, для меня вопрос, когда задают некорректно, я же также могу некорректно ответить на нее, да? Безусловно. Имею же право на это. Конечно. Я скажу так, что на эту зарплату я особо не рассчитываю, потому что у меня есть несколько личных учеников, которые очень нуждаются в помощи. И эта зарплата никак не влияет на мою работу. То есть она меня никак не мотивирует. Зарплата для меня – это не мотивация. Но, тем не менее, финансовые средства, да, которые вам выделяют, они, безусловно, важны для того, чтобы спортсмены, соответственно, питались, проходили сборы и так далее и тому подобное. Вот на примере Республики Дагестан, да, насколько я понимаю, у них положение гораздо лучше с этим обстоит. Почему так происходит? За счет чего? Может быть, допустим, они находятся под покровительством богатых людей, спонсоров, коммерсантов и так далее. Что сказать насчет спонсорской поддержки? Ни одного богатого человека ты не заставишь потратить свои деньги, потому что он считает, это его деньги. Также никто не обязан платить, никто не обязан помогать. Бывало, ребята иногда помогали нам финансовую поддержку, это разовую, да? Закупали какой-то инвентарь для тренировок, но этого не хватает, чтобы содержать вот то, что я говорю, и там каким-то образом мотивировать и спортсменов, и тренеров. В Дагестане на сегодняшний день есть фонд Омара Муртазалиева, который помогает не только дагестанской команде, но и сборной России женской команде. Он является вице-президентом, и, насколько я знаю, он много денег вкладывает в развитие борьбы. Он любит это дело, да? Его никто не заставляет, никто не обязывает. Вот он
борьбу любит и помогает. На сегодняшний день такого, наверное, спонсора, такого любителя борьбы у нас нету. У нас есть любители борьбы, на сегодняшний день мы тренируемся в таком большом зале, как Академия вольной борьбы. Большое спасибо Махарбеку Хазбич Хадарцеву, что он сделал такие условия для классных тренировок. Таких условий я нигде не видел в мире. Вот сейчас проект такой создал Артур Таймазов вместе со своим братом Тимуром Таймазовым. Открыли клуб братьев Таймазовых. Это для нас будет большая помощь. 30 лучших борцов будут находиться круглогодично на спортивной базе на Сапицкой. Несмотря на то, что до Токио еще достаточно много времени, да, тем не менее, все равно хочется какой-то вот такой небольшой ясности. Понятно, что последнее слово за Дзамбулат Ильичем будет всегда, но какой старт самый важный перед Олимпиадой? В первую очередь это будет, наверное, чемпионат России. Чемпионат России. Также это будет, наверное, если отбор куда будет на Европу, вот отберется человек на Европу, и как он отборется на международном старте, это большой показатель будет для главного тренера. Что сказать по составу? Вы, наверное, все знаете, да, кто себя заявил. Вот эти ребята, которые были участниками чемпионата мира, были победителями чемпионата России, чемпионами России, они имеют шанс попасть на Олимпиаду. А те ребята, которые себя на протяжении 2 лет до Олимпиады не проявляли, очень тяжело будет попасть. Очень. Это какой большой фарт нужен будет и какой-то случай, чтобы попасть на Олимпиаду. Есть основные ребята, придумывать ничего не надо. Вот они будут на примете у главного тренера. Для вас, грубо говоря, как для главного тренера сборной республики, какие самые важные факторы вот в вашей рабочей сфере? Вот что для тебя, как для тренера, самое главное? Так же, как и для спортсменов, у тренера должна быть дисциплина, желание работать, идея, цели, которые ты должен идти. Со своей стороны, как ответственного за сборную команду, я максимум сил вкладываю в то, чтобы у нас был большой результат. Даже бывают иногда проблемы семейные, что мало времени уделяю своим детям. Да? Это о чем-то же говорит, то, что я отдаюсь больше сборной команде. Что можно еще сказать? Вроде бы я от себя, что от себя зависит, максимум отдаю сил. А там, наверное, будут судить по результатам. Да? И, как говорится, я сам тоже не захочу работать. Если реально я не приношу пользу какой-то команде, я чье-то место забирать здесь не буду. Хетаг Русланович, спасибо вам огромное за то, что согласились на интервью, за то, что дали такие исчерпывающие ответы. От всей души желаем вам больших побед, вам, вашим подопечным, для того, чтобы вы прославляли нашу республику и радовали своих болельщиков. Спасибо вам огромное.